Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск «Сегодня». С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Трагическая дата в истории астинского народа. С Стенагарской трагедии прошло 29 лет. Глава государства на заседании оперативного штаба поручил проработать вопрос возвращения юго-остинских курсантов российских вузов в Южную Осетию. Старт-Тан. В Южной Осетии приступили к реализации инвестиционной программы. Сегодня в Стенагаре вспоминали трагическую дату в истории астинского народа. 29 лет назад грузины пробрались в окрестности села и попытались разграбить имущество жителей, увезти скот. 7 ребят попытались защитить свои дома, были расстреляны грузинскими боевиками. С того дня апрель для стенагарцев трагический месяц. Еще одна трагическая страница в истории Южной Осетии – Стенагарская трагедия. 28 апреля 1991 года 7 жителей села Стенагар Лениногорского района были расстреляны из рук грузинских неонацистов. Соседи из грузинского села – убийцы в одночасье, безжалостно загубившие 7 молодых ребят. Мирные граждане стали жертвами грузинских бандитов и были зверски убиты. В свойственной грузинам манере они прокрались в окрестности села и хотели угнать крупный рогатый скот. Один из погибших ребят хотел предотвратить бесчинство грузин. Позвав на помощь односельчан, они направились к ним, не зная того, что грузинские бандиты хорошо вооружены. 7 ребят расстреляли так, что они не успели даже выйти из машины. Отар Маргиев, Гиви Бибилов, Славик Черткоев, Заур Хубулов, Отар Хубулов, Тенгиз Дудаев и Таймураз Хубулов. Каждый год жители села вспоминают эту трагическую дату, рассказывая поколениям о том, какой ценой нам досталась свобода. Как грузины убивали мирных жителей, грабили и жгли целые села. История 7 стенагарцев – одна из 1000 совершенных грузинскими фашистами зверств. В память о погибших в центре села Стенагар был воздвинут памятник. За десятки лет противостояния жертвами грузинского террора стали несколько тысяч людей. Только в Лениногорском районе от рук грузинских фашистов погибли десятки человек. Мы не должны забывать жертв трагедий. Помнить ни в чем не повинных граждан, защитников Родины, погибших за свободу Южной Осетии. Знать и помнить о них – долг каждого из нас. Марьяна Чочиева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня почтить память жертв трагедии в селе Стенагар у памятника погибшим ребятам собрались односельчане, жители Лениногорского района и руководство республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым. В селе Стенагар Лениногорского района прошел памятный митинг. Родные и близкие односельчане и руководство республики во главе с президентом возложили цветы и венки к памятнику погибших ребят. Анатолий Бибилов в своем выступлении отметил, каждый из нас обязан помнить подвиг ребят и всех тех, кто противостоял грузинским агрессорам. ماخ نما گرجستان یو پالیتیکای در نفقستم و ما ایران آدم نخاطر کنود و راز فرد دستم دونه فسیبت دونه آدم نجاختم نیه و نمیت خیمه ویسا قدم سپلان دیس شما ایرستونه ایران قلب ما شما ایرستونه کسترته رازم ما شوی شما ایران کافت ایران زارد ایرستونه کم تخت ما قسم فلا رازن دستوتر قباتر گرته قباتر فرته کدون زاختوی نی ایران زاردو جن ایران کافتو جن نکستر ترجسته اما نرجسته منچن دونه فسی و دسلو دسته سریون برش شما باقا کنوی سقوته سبینونته ایرستون آدمه اما ایرستون نخنی و دما همه قروجن قد در آدای مکشقو مسرازان کد اما ایرای گرم بسته نباقا کنه.
Грузины никогда не оставляли попыток подчинить остинский народ, занять наши земли и подвергнуть нас ассимиляции. Так было в 1920-м, так было в 90-х, 2004-м и в 2008 годах. Глава Ленингорского района Виталий Мамитов отметил, что не только 28 апреля мы должны вспоминать этих ребят, которые, защищая свои дома, были зверски расстреляны. Doszasta szakálbeszta, szajírasztuna, szazardaka már rögtön a szautta. Mohanna hasszú szameri szarmesza. Manaszolatöndör, szasomból udom meg ezt komuna. Szamely, ramasz mohanna, siudesztör diszent hadszobertem. Na ostam geszke fala. Ucigecas valat a rezonúj. Jelena dubicira gordeszta. Zach, szatugesztő. После завершения траурного мероприятия Анатолий Бибилов пообщался с жителями села. Они рассказали президенту о насущных проблемах. В основном жители беспокоят вопросы касаемо здравоохранения. И сегодня же глава государства проверил, как идет строительство спортивного зала. Здесь работы не прекращались ни на день. Спортивный зал сдадут в эксплуатацию в сентябре этого года. Для комфортного занятия спортом созданы все условия. Кроме строительных работ предусмотрено оснащение зала всем необходимым спортивным инвентарем. Агунда Губозова, Александр Кукоев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. К другим темам. На заседании оперативного штаба по противодействию проникновения коронавируса на территорию нашей страны обсудили вопросы продления ограничительных мер. Говорили и о необходимости усиления контроля на границе Южной Осетии с Россией. Принятые вынужденные меры обеспечивают безопасность граждан республики. Однако необходимо сделать все возможное, чтобы не было нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости, сказал в ходе заседания глава государства. В Южной Осетии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, но это не значит, что мы можем ослаблять контрольные ограничительные меры, заявил президент на очередном заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19. Введенные ограничительные меры на границах Южной Осетии, в том числе и с Россией, в связи с угрозой возникновения коронавируса, необходимо усилить. Глава государства отметил, что именно строгие меры ограничения, предпринимаемые в республике, до сих пор обеспечивают защиту нашей страны от коронавирусной инфекции. Вместе с тем необходимо сделать все возможное, чтобы бесперебойно обеспечивать республику продуктами питания и товарами первой необходимости. В любом случае, я еще раз обращаюсь к органам, которые сегодня работают на границе, и которые сопровождают, и которые обеспечивают въезд наших граждан в Республику Южная Осетия, ни в коем случае не ослаблять контроль. Максимальный контроль над водителями, максимальный контроль на границе, максимальное соблюдение тех требований, которые есть на границе. Это, еще раз подчеркиваю, не выход водителей из своих автомобилей и сопровождение их вплоть до обратного возвращения на территорию Южной Осетии и помещения этих водителей на карантин. Анатолий Бибилов отметил необходимость продления нерабочих дней с учетом того, что на первую декаду мая приходятся выходные дни. Есть определенные издержки, они могут не быть в связи с ограничительными мероприятиями. Но я благодарен народу Республики Южная Осетия за понимание тех принятых мер, которые на сегодняшний день опять-таки способствуют безопасности Республики Южная Осетия. Анатолий Бибилов поручил членам оперативного штаба до 1 мая проработать вопросы возвращения юго-осетинских курсантов российских вузов на родину и сделать необходимые условия для их содержания на карантине. Их количество довольно-таки большое, и нам надо продумать, как они будут возвращаться. Министерство обороны, Министерство здравоохранения. Марина Мухаровна, вам уже сегодня надо планировать, изучать, сколько детей наших будут возвращаться и как мы их будем обеспечивать их карантинные мероприятия.
Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на фоне ситуации с COVID-19 принял решение о досрочном завершении учебного года. Между тем, в этих учебных заведениях обучаются сотни курсантов из Южной Осетии. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Рауль Кочев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. У граждан Южной Осетии, вернувшихся из-за рубежа 2 недели назад, закончился карантин. Пробы на коронавирус дали отрицательные результаты, и сегодня они отправились по домам. В больнице остаются граждане, чей карантинный срок еще не закончился. А на этой неделе в республику прибудет еще одна группа наших граждан, которые также остались на территории Российской Федерации. К приему в республиканской больнице все готово. Их также поместят на 2-недельный карантин. Алан Тибилов с подробностями. Сегодня истек срок карантина у первой группы граждан, которые вернулись на родину из-за рубежа. Прошло ровно 14 дней с того дня, как они изолировались на карантин в Республиканском многопрофильном медицинском центре, проще говоря, в больнице. И вот сегодня они встретились с родными. Люди признаются, конечно, скучали по родным, но самое главное, теперь они знают, что здоровы и не станут носителями инфекции. На 10-й сутки мы всех обследовали. У всех результат тест на коронавирус отрицательный. Пациенты были, конечно, разного профиля. Были там дети маленькие после операции, был взрослый парень после операции. К ним ходили врачи внутрь, делали им перевязки. Так что сегодня уже первая группа уходит домой. Сегодня, когда Южная Осетия остается одной из 5 стран, в которых нет COVID-19, для возвращающихся домой жизненно важно соблюдать карантин. Как показало время, изоляция – самое эффективное средство для профилактики. Стоит отметить, что в последнее время люди начали относиться к этим вынужденным мерам с пониманием. На улице весна, зелено, красиво, и люди находятся в закрытом помещении. Но это ради общего дела, ради того, чтобы, не дай бог, к нам попадет коронавирус, потому что там проблем больше. Лучше предупредить, чем потом лечить и заниматься тяжелыми последствиями заболевания. Возвращение в республику граждан Южной Осетии проводится группами при посредничестве консульского агентства Алании в Северной Осетии. И, как сообщает МИД республики, в течение недели вернутся еще 20 человек. Они также пройдут 2-недельный карантин. И важно понимать, что все это делается для того, чтобы минимизировать риск проникновения вируса. Алан Тибилов, Агунда Гобозова, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии возобновлена выдача льготных кредитов сектору малого и среднего предпринимательства. Попечительский совет Фонда содействия льготному кредитованию уже отбирает наиболее эффективные бизнес-проекты. Предпочтение отдается агропромышленному комплексу. Марьяна Чочева с подробностями. Министерство экономического развития Южной Осетии начало принимать заявки на рассмотрение эффективности бизнес-проектов для последующей выдачи льготных кредитов предпринимателям. В связи с принятыми поправками в законодательстве в минувшем году, в этом году к льготному кредитованию малых предприятий присоединятся и субъекты среднего бизнеса. График выдачи льготных кредитов был смещен из-за непростой ситуации в мире, но выдача кредитов сектору малого и среднего бизнеса уже возобновлена. Те, которые, допустим, не получили кредиты по тем или иным причинам, допустим, там недоработка бизнес-плана или неполное представление документов, могут претендовать на получение этих льготных кредитов в следующем году. В следующем году мы их будем рассматривать, скажем так, в первоочередном порядке, чем тех, которые опять-таки подали заявки заново. В связи с мировой пандемией и с 10% ослаблением рубля, разумеется, в первую очередь комиссия Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства будет учитывать рентабельность бизнеса будущего кредитора. Смотрят на эффективность проектов, бизнес-проектов, оценивают. В принципе, первоначальная оценка уже этим проектам дана, но попечительский совет отбирает из этого количества поданных бизнес-проектов наиболее эффективные. Естественно, приоритет отдается сельскому хозяйству, производству, а потом уже, естественно, услуги тоже мы не можем не рассмотреть, так как это тоже предпринимательская деятельность, где кредиты
независимо от того, что приоритет сделан на сельское хозяйство и производство, более быстро возвратные в сфере услуг вот эти кредиты, поэтому мы их тоже рассмотрели. В случаях, когда начинающий бизнесмен приходит со своим бизнес-планом и члены комиссии приходят к решению, что в данный период выбранная отрасль бизнеса не оправдает своих ожиданий, неопытный бизнесмен может проконсультироваться с профессионалом и выбрать наиболее актуальное для республики направление отрасли. Приоритетные направления – это, естественно, для нас пока что сельское хозяйство, производство, естественно, технологии цифровые, цифровые технологии, IT-технологии, это тоже, конечно, очень такая сфера, которую нельзя упускать из виду, но на сегодняшних реалиях у нас мало кто изъявляет желание реализовать свой проект в сфере цифровых технологий. По этим проектам мы пытаемся привлечь извне. А пока что производство и создание рабочих мест, какой бы это проект ни был. Самое главное – самозанятость населения. Расширен круг предпринимателей, которые смогут получить льготные кредиты. Тем самым залоговые кредиты увеличились с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Беззалоговые кредиты под поручительство увеличились с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. При этом процентная ставка по-прежнему равна 5% годовых, которые выплачивает заемщик. Кредитные средства выдаются сроком на 3 года, а выделенные средства для льготного кредитования выделяются из средств государственного бюджета республики на финансирование госпрограммы поддержки развития малого и среднего бизнеса. Государство ежегодно выделяет сумму в размере 2% от собственных доходов госбюджета на льготные кредиты юго-осетинским предпринимателям. Глава Министерства экономического развития добавил, что ежегодно сумма собственных доходов республики увеличивается, в связи с чем растет и сумма, выделяемая на льготное кредитование бизнес-сферы. Марьяна Чойчева, Александр Кощев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале приступили к восстановлению улицы Кима. Первый этап проводит ГУП «Водоканал». Работники ведомства заверяют, что все работы выполнят в срок, после чего строители приступят к асфальтированию дороги. Также планируется благоустройство зеленых зон. Всего в рамках инвестиционной программы в этом году подземные инженерные сети будут заменены на 8 столичных улицах. Елена Газаева продолжит. К восстановлению улицы Кима приступили неделю назад, однако уже сейчас выполнен большой объем работ. На 80% заменена магистральная водопроводная линия. Рабочие ГУП «Водоканал» уже приступили и к замене канализационных труб. Следующим этапом будет подключение абонентов и к новым сетям. Несмотря на введенные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией во всем мире, мы все-таки приступили к выполнению работ, так как первоначальным этапом реализации программы является замена канализационных водопроводов. И водоканал должен вовремя завершить строительство объекта. Как отметила главный инженер ГУП «Водоканал» Инга Жуоева, улица Кима является одной из проблемных. Подземные инженерные сети не менялись долгие годы, пришли в негодность. Часто происходили утечки на линии, что приносило массу неудобств жителям. Нередки случаи, когда канализационной водой заполнялись подвалы и даже жилые помещения. Сутками люди оставались без воды, пока аварийные службы устраняли утечку. На данный момент наша бригада работает по улице Кима. Улица Кима – это одна из тех улиц нашего города, от жителей которых наиболее часто поступают звонки в нашу диспетчерскую службу по проблемам засоров и утечек, потому что здесь трубы никогда не менялись, они находятся в аварийном состоянии и не выполняют свои функции. В процессе прокладки новых коммуникаций на старых проходят утечки, на устранение уходит достаточно много времени. Если позволят погодные условия, все работы по замене водопроводных и канализационных сетей на улице Кима планируют завершить в течение 2 месяцев. В этом году в рамках инвестиционной программы канализационные и водопроводные сети будут заменены на 8 улицах города. Елена Газаева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 29 апреля. В Знаурском районе завтра будет ясная погода. Днем плюс 16, ночью плюс 7. В Дзауском районе облачно с прояснениями. Днем плюс 18, ночью плюс 4. В городе Койса переменная облачность. Днем плюс 8, ночью плюс 1. В Лениногорском районе облачно с прояснениями. Днем плюс 14, ночью плюс 1. В Цхинвале также будет облачно с прояснениями. Днем 16 градусов тепла, ночью плюс 7.
Это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания.